Многие помнят времена, когда после окончания вуза выпускники получали направление на работу и разъезжались по всему Советскому Союзу. Сегодня такой практики нет, а потому вопрос с трудоустройством всегда стоит очень остро. Сибайский институт БГУ является кузницей кадров для районов Зауралья. Основная часть специалистов относится к преподавательской сфере, но между работой в деревне и большом городе выпускники отдают предпочтение последнему. Дабы изменить ситуацию, директора районных школ и начальники отделов образования сами стараются привлекать студентов работой в сельских школах. Сегодня на встречу с пятикурсниками СиБГУ приехали представители Хайбулинского, Зелаирского, Баймакского районов. Сейчас приоритетными направлениями считаются технические. Вот в частности у нас эксплуатация транспортно-технологических машин. То есть на эти места выделяется и больше, на это направление выделяется больше бюджетных мест. То есть эти выпускники, они всегда востребованы. В частности, прикладная математика и информатика. Мы планируем открыть новые направления и магистратуру, бизнес-информатика, магистратура по биологии, по экономике. То есть, в принципе, сказать, что какие-то направления более востребованы, нельзя, нужны все специалисты, но со стороны Министерства образования все-таки идет такой крен на технические направления сейчас. Несмотря на популярность технических профессий, работа по привлечению молодых педагогов для общеобразовательных учреждений остается главной задачей в кадровой политике районов. Для сельских учителей предусмотрен ряд льгот по федеральным программам, обеспеченность жильем и достойная заработная плата – порядка 25 тысяч рублей. Кроме того, будет и карьерный рост. В целом, выпускниками Сибайского вуза остаются довольны все работодатели, ведь качество обучения подтверждено прошедшей аттестацией и проверкой Рособорнадзора. В последнее время Министерство образования уделяет очень много внимания трудоустройству выпускников. И можно сказать, что сейчас это один из важных таких факторов. Это является показателем мониторинга. Мы знаем, что в последнее время Министерство образования наделало очень много шума, вузы направо и налево закрываются, и, честно сказать, на уровне слухов ходят такие опасения, а что же будет с Сибайским институтом? Мы знаем, что недавно у нас закрыли аграрный университет, и поэтому хотел бы сказать, что Сибайскому институту ничего не грозит. В частности, в прошлом году по показателям мониторинга из 7 показателей мы выдержали 6. Не выдержали только один показатель – это образовательная деятельность, но это связано с тем, что студенты в основном хотят учиться в больших городах, но с качеством образования все-таки в Сибайском институте все в порядке. Успешность студентов и выпускников СиБГУ подтверждается не только на местном, но и на региональном уровне. Как доказательство тому, команда экономического факультета «Инактус». Ребята отлично выступают на зарубежных соревнованиях. Они так давно вернулись с практики, которые проходили в Государственной Думе России. Потенциальные работодатели оценивают даже этот критерий. Сейчас трудоустройство, оно измеряется по очень интересной системе, то есть по пенсионным отчислениям. И предварительно мы так примерно посмотрели, мы выходим примерно, порог по трудоустройству мы преодолеваем, что говорит о том, что наши выпускники востребованы, и в частности, все-таки хотелось бы привести такое понятие, как бренд вуза. Все-таки он существует у Сибайского института, и наших выпускников рады брать на работу. Елена Афанасьева, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.